Недостроенных зданий в нашей стране немало. Среди них есть и объекты исторического значения. На примере гостиницы «Абхазия», которая, как известно, является визитной карточкой республики уже не один десяток лет, мы решили выяснить, в каком юридическом статусе находятся подобные объекты. Гостиница «Абхазия», вмещавшая 90 номеров, была возведена в 1936 году. Позже здесь находилась штаб-квартира абхазского отделения «Интуриста». Считалось, что отель был одним из лучших во всем Советском Союзе. Однако в 1985 году сильный пожар серьезно повредил здание. С тех пор оно закрыто на реконструкцию. В советские годы польская фирма «Будимекс» некоторое время занималась восстановительными работами, но с распадом Союза они были прерваны окончательно. Затем еще долгие 15 лет объект ждал начала новой жизни. В 2008 году компания «Континенталь» выкупила у государства гостиницу «Абхазия» с прилегающей территорией и гостиницу «Ткварчал» в придачу. В соответствии с учредительными документами, которые нам были предоставлены, учредителей там 4. Значит, физические лица. Гражданин России Тимирбулатов Тимур Равкатович и 3 граждан Абхазии. Это Бигвава Владимир Михайлович, Айба Стелла Викторовна и Джона Руслан Алексеевич. В 2008 году гостиница «Абхазия» была приобретена компанией «Континенталь» за $2 миллиона. За $800 тысяч она же купила гостиницу «Ткварчал». Одним из основных условий было восстановить в течение 2 или 3 лет. Срок прошел, и второго продления тоже. Часть комплекса, в частности гостиницу «Ткварчал», которую они покупали отдельно от гостиницы «Абхазия», но это единый комплекс. Значит, они фасады восстановили первый этаж, сделали ревизию, восстановили коммуникации, водоподводящие, водоотводящие. Самая серьезная работа, это, конечно, по укреплению фундаментов. Но это, тем не менее, основное свое обязательство восстановить в определенный срок они не выполнили. Однако прошло 7 лет, а ситуация не изменилась. На объекте лишь появились ограждения, социальная реклама и маскировочное полотно. А уничтоженная огнем 30 лет назад гостиница по-прежнему пустует. Нисфа Аршба, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение.